Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Верхневилюйском районе женщину осудили за нападение на судебного пристава. Об этом сообщает прокуратура республики. Женщина, находясь в здании Верхневилюйского судебного участка, внезапно набросилась на судебного пристава, сорвала нагрудной жетон, несколько раз ударила и угрожала. Суд приговорил ее к штрафу в 15 тысяч рублей. Виновных в разливе нефти на Среднебатобинском нефтегазоконденсатном месторождении привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Напомню, что в 40 километрах от села Тасурях грузовой КАМАЗ, перевозивший нефть для котельной, перевернулся по пути следования. В результате ДТП на участок площадью 24 квадратных метра пролилось около кубометра нефти. Транспортировка нефти осуществлялась подрядной организацией «Дельта Терминал». Согласно экспертному заключению, в пробе почвы, отобранной с места ДТП, содержание нефтепродуктов не соответствует фоновому показателю и превышает допустимую концентрацию в 40,6 раз. Юридическое лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей. В Ленском районе Якутии выявлено хищение около 4,5 миллионов рублей из бюджета социального учреждения. Преступление было выявлено во время проверки. Подозреваемый – бывший бухгалтер учреждения. 41-летняя женщина, используя свое служебное положение, производила необоснованные перечисления на свой личный банковский счет, используя для этого платежные поручения по начислению различных социальных выплат и заработной платы. Выявлено 5 фактов подобных махинаций. Основываясь на них, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Пытался дать взятку сотрудникам ДПС и попал под суд. В Екатеринбурге водитель микроавтобуса, перевозившего пассажиров, пытался откупиться от сотрудников правопорядка, которые составили на него протокол за отсутствие путевого листа и тахографа. Мужчина положил 1000-ную купюру на переднюю панель патрульной машины, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции. Момент попытки дачи взятки засняла камера, установленная в патрульной машине. Запись стала неопровержимым доказательством. Расследование завершено и уголовное дело направлено в суд. Это не взятка. То есть вы осознаете и все равно нам даете деньги, да? Командир, это нужно. Ну что, командир, вот зачем писать-то вот бумажкой добавь каждому потом? Мы же вам сказали, что бумажки для такого. Они проще ли вот лучше вам, чем сюда? Чем государство? Ну, реально говорю, как мужик с мужиками разговаривали. Сейчас же вот не это. Вот одной бумажкой. Вот одной бумажкой с моей стороны. У вас бензин кончается, кстати. Да, выходите. В Казани разыскивают похитителей подростка. Вечером неизвестные встретили 16-летнего юношу у ворот спорткомплекса. Парень пытался убежать, но его догнали и посадили в машину. Подростка привезли на квартиру и отпустили спустя сутки. Он сразу позвонил родителям. Следователи возбудили уголовное дело о похищении и разыскивают подозреваемых. Андрей Жестков имеет шанс провести ближайшие 5 лет в индонезийской тюрьме за попытку контрабандой вывести орангутана и несколько ящериц. 3 дня назад его задержали в аэропорту Денпасара на острове Бали перед вылетом в Россию. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Сергей Берец. Власти Индонезии представили в понедельник журналистам туриста из России Андрея Жесткова и детеныша орангутана, которого он пытался контрабандой вывести в чемодане. Как было дело, рассказал начальник полиции островной провинции Бали Руди Сетиаван. С помощью службы безопасности аэропорта мы смогли обнаружить маленького орангутана. Он был накачан наркотиками и спрятан в чемодане для вывоза в Россию. Жесткову грозит тюремный срок до 5 лет и штраф в размере 100 миллионов индонезийских рупий, по текущему курсу около 500 тысяч рублей. Он сообщил на допросе, что усыпил обезьяну таблетками от аллергии, растворенными в молоке. Во время пересадки в Сеуле он собирался скормить животному еще одну порцию. По словам полицейских, Жестков подготовился к перелету так, словно собирался везти младенца. Он запасся теплым одеялом и детским питанием. Помимо орангутана, в багаже злоумышленника обнаружены живые гекконы и ящерицы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.